Советский районный суд Казани вынес приговор по уголовному делу о краже иконы Святой Матроны и ювелирных изделий из храма князя Александра Невского. На скамье подсудимых 29-летний Павел Рускин. Как считает следствие, ночью 20 сентября житель Мордовии проник в храм через окно и забрал, что приглянулось. Причиненный ущерб оценили в 48 тысяч рублей. Какое наказание вынес суд, расскажет Айгуль Бадрудинова. Заявления нет. Просто прощения хочу просить потерпевшего. Не просто искренне просить. Простите. На последнем слове Павел Рускин раскаялся за содеянное. Как считает следствие, 29-летний житель Республики Мордовия ночью 20 сентября решил проникнуть в храм. Икона молодого человека не интересовала. Глаз он положил только на золотые изделия, лежавшие в ней, и на пожертвования прихожан. Поэтому священное изображение Святой Матроны он выбросил на территории храма сразу же, как достал то, что имело для него ценность. Цели похищения иконы у меня не было. По версии следствия, после преступления мужчина сел в такси и уехал в Йошкар-Олу. Часть похищенного продал, а остальную часть полицейские изъяли у него во время задержания спустя 2 дня с момента кражи. Потерпевший настоятель храма, отец Владимир, никаких претензий к Рускину не имеет, так как ущерб был полностью возмещен. А самое ценное для храма, икона Святой Матроны, не пострадала. Я желаю, чтобы он больше не воровал ни одно желание. Есть прекрасные средства заработать себе на жизнь. К слову, обвиняемый уже был судим за кражу из церковных лавок. Государственное обвинение попросило отправить подсудимого в колонию строгого режима. 2 года лишения свободы с ограничением свободы на 6 месяцев. Суд учел смягчающими обстоятельствами чистосердечные признания и раскаяние. В итоге Павла Рускина приговорили к 1 году и 8 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Айгуль Бадрудинова, Ленар Геннатуллин, Азат Самигуллин, вызов 112.